За свою службу ингуши пытались получить побольше карабулакских земель. Местами ингуши пытались силой завладеть землей у немногих сохранившихся на родине карабулаков. Некоторые ингушские старейшины, старосты и офицеры поощряли это. Участились убийства и так малочисленных карабулаков. Профессор Мальсагов старался объяснить это социальным прошлым и древними обрядами, в том числе оскорбительным для галгайцев, так называемым галгайским танцем Орстхойцев. Танец имитировал захваченного при рубке Орстхойского леса и отпущенного ингуша, с привязанными к палке растянутыми руками и поэтому не могущего идти по лесу прямо. Крепким народом признают карабулаков Орстхойцев, наши информаторы. По сообщению жителя селения Алкун Апаева Хасана, 83 года, когда карабулакам удавалось захватить в горах ингуша, у него отбирали все, что было, а с самим поступали следующим образом. В рукава одежды просовывали длинную палку, к концам которой привязывали кисти рук. После этого его отпускали домой. Распятый таким образом ингуш для того, чтобы пройти по горным тропам, должен был поневоле выделывать различные смешные движения и приседания. У карабулаков это называлось ингушским танцем.